Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, как подозреваемому в убийстве 3 человек избрали меру пресечения прямо в больничной палате. Представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу молодого человека. И каким образом будут выполнять решение суда. Покажем, как едва не сгорел застрявший в снежной каше автомобиль. Вот, пожалуйста. Все. Привет. И как водитель иномарки чуть насквозь не проткнул забор. У меня так все задымилось, и я просто стресс, сначала сознание потерял, такой, шок. И потом из машины через окно вообще весь вылез. А также подробности разгрома остановки в Челнах. Это вот молодежь такая у нас. И управы нету. Кто теперь уплатит ущерб, это и не только прямо сейчас. Прямо в больничной палате избрали сегодня меру пресечения Радику Мухаммадуллину. Его подозревают в убийстве своей возлюбленной и ее родителей. Напомним, трагедия произошла в ночь с 7 на 8 января. После того, как он зарезал всех 3, выпрыгнул из окна, но выжил, и его госпитализировали. В себя он пришел только неделю назад и узнал, где ему придется дожидаться суда. Какое решение вынес представитель Фемиды, знает Нафиса Минязова. Сам процесс проходит в закрытом режиме. Подозреваемый против излишнего внимания к себе. Журналистов пустят без телекамер, только послушать резолютивную часть. В больнице Радик Мухаммадуллин находится с той самой ночи с 7 на 8 января. Как установили следователи, незадолго до этого он пришел в гости к своей знакомой 18-летней девушке. Но ее родители, люди уже в возрасте, были против их отношений. Вероятно, по этому поводу и разгорелся конфликт. Соседи, как потом рассказывали, слышали страшные крики. Чуть позже окровавленная 59-летняя женщина звонила в двери и просила о помощи. Ее так же, как и тела 62-летнего отца и самой девушки, потом обнаружили на лестничной клетке. Тихие, спокойные, доброжелательные. Поэтому очень взволнованы и шокированы. Просто шокированы тем, что произошло. 22-летнего Радика Мухаммадуллина обнаружили под окнами квартиры, где и произошла трагедия. Его с травмами, характерными для падения с 4-го этажа, и 4 ножевыми ранениями, 2 из них в легкое, госпитализировали. Допросить подозреваемого в убийстве 3 человек и избрать ему меру пресечения до этого было невозможно. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Заседание суда состоялось, как только это стало возможно. Процесс прошел прямо в больничной палате. Следователь зачитал обвинительное заключение и попросил заключить Радика Мухаммадуллина под стражу. Представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу молодого человека, которого подозревают в убийстве девушки и ее родителей в Казани. Суд с мнением следователя согласился и отправил Радика Мухаммадуллина под стражу до 8 марта. Но с учетом его состояния, требующего лечения, продолжать он его будет в больнице для осужденных при 2-й исправительной колонии. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. 61-летнюю женщину спасли огнеборцы из горящего офисного здания в Альметьевске. Пожар был на 3-м этаже, но дым отрезал ей пути эвакуации. Надев маску спасаемого, женщину вывели из здания. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Детский сад сгорел этой ночью в селе Адаево Кукмарского района. Сообщение о пожаре поступило по номеру 101 примерно в час ночи. Огнеборцы установили, что горит мебель на площади 1 квадратный метр. Пламя потушили, никто не пострадал. Дознаватели предположили, что это поджог. В связи с этим дело взято на особый контроль прокуратуры. На место инцидента выезжал исполняющий обязанности районного прокурора Рамиль Зайнуддинов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на поджог». Расследование взято на контроль в прокуратуре. Форд Фиеста едва не сгорел дотла минувшим вечером в одном из дворов на улице Ботаническая. Водитель иномарки при попытке припарковаться застрял в сугробе и в надежде выехать едва не спалил свой автомобиль. Машина вспыхнула. Почему и что сделал водитель, чтобы спасти машину, знает Айгуль Бадрудинова. Вот, пожалуйста. Все. Привет. К такому повороту событий, заезжая во двор, водитель Форда был явно не готов. Припарковать машину не успел, завяз в снежной каше. Пытался выбраться, но безуспешно. Лишь сильнее закопал колеса в снегу. И вскоре прямо на его глазах из-под капота повалил дым. Приехал, буксовал, считай, застрял. Пока откопался, считай, заглушил машину, пока откопал, загорелась, короче, вот.
Думаю, из того, что жидкость ГУРа попала на коллектор, все, вот загорелось. Огонь вспыхнул в моторном отсеке. Пламя было готово охватить всю машину, но на спасение чужого имущества встали очевидцы. Местные вот ребята помогли, спасибо всем большое. Вот то, что снегом лопаты закидали. И не дали сгореться, короче, полностью, потому что если бы снегом не закидали, оно вообще махом сгорело бы. А к тому времени уже, считай, пожарники подоспели и все, потушили. Ущерб, причиненный машине, ее владелец считает значительным, но все же это меньше, чем стоимость нового автомобиля. И свой форт он намерен восстановить. Айгуль Батрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Неопытность водителя «Рено» стала причиной серьезной аварии на улице Чистопольская. По предварительным данным, молодой человек начал поворачивать. Потом решил, что хочет ехать прямо, и в процессе принятия решения задел едущую рядом БМВ. Этот автомобиль, в свою очередь, выбросил из дороги на забор, который едва не проткнул водителя насквозь. Вероника Гайнудинова подробнее. После аварии многочисленные очевидцы бросились на помощь к водителю БМВ. Мужчина не получил серьезных травм, но при этом находился в сильном эмоциональном потрясении. Считает, что был на волосок от трагедии. Просто я стресс испытал, еле выжил, на самом деле. И там уж штырь мне чуть голову не мотнулся. У меня так все задымилось. И я просто стресс, сначала сознание потерял, такой, шок. И потом из машины через окно вообще весь вылез. Как рассказал водитель БМВ, его машину зацепила Рено, после чего немецкую иномарку стало мотать из стороны в сторону. Совладать с потерявшим управление автомобилем мужчина не смог. И машина в итоге вылетела с дороги, протаранив перед этим забор. Я ехал правее, а он, видимо, ехал прямо, хотел сюда перестроиться. Резко повернул и попал мне, получается, в заднюю часть автомобиля. Я потерял управление. Сначала один бок летел, второй полноприводный автомобиль. И я в конце уже не справился с управлением. Меня занесло, я сюда залетел. А сейчас он сам что говорит-то? Он в шоке сам, он просто недавно за рулем, на самом деле. Признает свою вину, он сам позвонил в ГАИ. Судя по всему, неопытный водитель Рено начал поворачивать направо, но затем передумал. Впрочем, этой секунды хватило, чтобы спровоцировать аварию. После столкновения молодой человек растерялся и уехал, но затем сразу же вернулся на место аварии и сам вызвал автоинспекторов. Водитель БМВ рассказывает, что купил машину только на днях за 1,5 миллиона рублей. И теперь, как полагает, она уже восстановлению не подлежит с экономической точки зрения. Если это так, то разницу между страховой выплатой и реальной стоимостью автомобиля предстоит выплатить водителю Рено. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Подросткам, подозреваемым в разгроме остановочного павильона в Набережных Челнах, грозит уголовное наказание. Дело на 2 молодых людей могут возбудить по статье «Вандализм». Как установили правоохранительные органы, именно они разгромили конструкцию. При этом парней не смущали ни свидетели, ни направленные на них камеры мобильных телефонов. Подробности у Айрата Назипова. Это вот молодежь такая у нас. И управы нету. Разгром остановочного павильона на видео сняли очевидцы. Они же сообщили, эти 2 молодых людей были пьяны. Предполагается, что инцидент произошел в минувшие выходные с 22 по 24 января. Остановка еще не отремонтирована. Личности подростков, подозреваемых в этом разгроме, установили. Им 15 и 16 лет. Оба состоят на учете в полиции и характеризуются отрицательно. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм». Одновременно прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних. Кроме уголовного наказания за содеянное грозит и материальная ответственность. Сумма ущерба оценивается почти в 100 000 рублей. Раскошелиться на ремонт остановки, скорее всего, придется родителям подростков, если их вина будет доказана. Чаще всего это заканчивается тем, что родители полностью компенсируют нанесенный ущерб, восстанавливают за свой счет остановочные павильоны или другое имущество, которому нанесен вред. Как отметили в исполкоме, в большинстве случаев подобный вандализм не остается безнаказанным. Найти хулиганов помогают 1000 видеокамер, установленных на улицах города. Айрат Назипов, Эльмира Гайнудинова, Роман Гейтман, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.